Здравствуйте! Как обычно, по четвергам в вечернем эфире Абаза ТВ еженедельная передача «Наше время» и я ее ведущий Левон Галустян. Спасибо, что продолжаете смотреть наш телеканал. Начнем сразу после короткой паузы. Не переключайтесь. Мы снова в студии. В здоровом теле здоровый дух. Этот популярный лозунг из недавнего прошлого практически забыт сегодня. Хотя лет 30 назад вся советская молодежь знала, что занятия спортом – это почетная обязанность каждого. И отлынивать от них значит признать свою слабость перед сверстниками. Это была не просто идеология. В те времена среди молодых людей, к примеру, наркоманов, реально было меньше. К счастью, сейчас в Абхазии наблюдается мода на здоровый образ жизни. Все больше подростков записываются в спортивные секции. Но что делать с теми, кто уже пристрастился к пагубной привычке? Как вернуть их к нормальной жизни? Об этом и многом другом этим вечером в нашем времени. У нас в гостях представители абхазского благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи» Тимур Кардиоглы и Дмитрий Чернышов. Эта организация как раз занимается реабилитацией наркозависимых и алкоголиков. Хочу представить еще одного героя сегодняшней передачи. Это Милор Джинджоля. Он первый из Абхазии, кто успешно прошел полный курс лечения. Продолжим через пару секунд. Добрый вечер, ребят. Спасибо, что нашли возможность прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Добрый вечер. Хотелось бы начать сначала, как говорится. Расскажите немного о вашем фонде. Я так понимаю, он недавно открылся на территории Абхазии. Чем конкретно он будет заниматься? Тимур, давайте начнем с вас. Спасибо. Наш фонд открылся в сентябре месяце этого года. Основной вид нашей деятельности – это пропаганда здорового образа жизни. Ну, что включается в это? Тем самым мы пытаемся, провести реабилитации наркозависимых, алкозависимых молодых людей. Фонд работает при большой поддержке Российского фонда «Центр здоровой молодежи». Представитель сидит вместе с нами. Мы сотрудничаем. У нас уже, как говорится, есть человек, который уже успешно прошел первый курс реабилитации. Мы очень рады этому. У нас есть большие надежды, перспективы. Я так понимаю, что речь идет исключительно о молодых людях, да? То есть вы будете заниматься реабилитацией молодежи. Основная часть населения это молодежь, но не исключено, мы занимаемся реабилитацией не только молодежи, а любого возраста. То есть никаких возрастных ограничений, нет, Дмитрий, я так понимаю, нет, да? На самом деле, самое главное, чтобы это был как минимум совершеннолетний возраст, и до предела нет никакого, потому что есть зависимые люди в 50 лет и в 60 лет, мы тоже можем им помочь. Единственное, если, честно сказать, они немного по-другому воспринимают реабилитацию, потому что уже сложился какой-то образ жизни, образ мысли. А так готовы помочь всем. Но основная наша категория, конечно, это молодые люди. В возрасте от 25 до 35 лет. Это основная масса. Хотя есть у нас такие, знаете, как некоторые рекорды. И когда 60-летний был у нас на реабилитации, 18-летние ребята и девчонки. Хотя такие рекорды весьма сомнительные, но они, к сожалению, существуют в нашем обществе. Дмитрий, Тимур сказал, что вы представляете одноименный российский благотворительный фонд. Скажите, почему возникла необходимость создания такого фонда на территории Абхазии? Да, у нас в России есть достаточно большой опыт, работаем мы уже около 10 лет, и так получается, что мы начинаем свою работу не только в России, но и в близлежащих странах. И Абхазия, она, так сказать, попросила как о помощи, потому что сегодняшняя молодежь здесь, она страдает, в частности, от наркотика, от алкоголя и не знает выхода. И тот опыт, который у нас есть, мы его предоставляем для того, чтобы люди смогли увидеть тот самый выход. И наш, так сказать, первый выпускник, первая ласточка, это, так называемый хороший продукт, я имею в виду в кавычках хороший продукт, и все-таки это человек, который когда-то употреблял, а сегодня имеет трезвый образ жизни. И буквально недавно мы приехали сюда, в Абхазию, и родственники, которого видели, услышали его. И знаете, это самая, наверное, лучшая для них новость,
которые они могли узнать за последнее время, когда их сын, когда их там муж, брат погибал, а сегодня он живет нормальной, полноценной жизнью. Милор, мы обязательно к вам вернемся, но перед этим я хотел бы спросить у Тимура. Тимур, скажите, вот при слове благотворительность, да, благотворительный фонд, у граждан Абхазии, у жителей Абхазии сразу возникают ассоциации с другим фондом, фондом Ашана, который занимается сбором средств для оказания помощи больным детям. Вот скажите, все-таки чем конкретно будет заниматься вот фонд Центр здоровой молодежи? Фонд Центр здоровой молодежи конкретно будет заниматься реабилитацией. Реабилитация. Речь идет о территории Абхазии, да? То есть здесь будет создан какой-то реабилитационный центр? Да, вот, к сожалению, вернее, нельзя сказать, что к сожалению, но у нас перед нами сейчас будет Олимпиада, и есть ограничения по закрытию там каких-то границ, вот. Вот, и поэтому наш фонд на какое-то время, в марте будет открыт реабилитационный центр здесь, в Абхазии, непосредственно, чем мы вот сейчас занимаемся конкретно этим делом. Вот. А можно какую-то конкретику, где конкретно будет размещаться этот центр? Ну, Или уже определились? пока нельзя сказать, что есть точное место, вот, но мы планируем это открыть где-то в районе Сухума, города Сухум. Вот, так как инфраструктура здесь немножко так как бы побольше. Ну, это не значит, что мы планируем работать по всей Абхазии, и поэтому просто территориально он будет находиться где-то здесь, рядом. Вот. Фонд будет, те реабилитанты, которые будут обращаться к нам в наш фонд, мы будем их отправлять в Россию, реабилитацию они будут проходить в России. Вот. Наши партнеры, наши коллеги, которые находятся в России, они будут проходить реабилитацию, я имею в виду, да, зависимые, будут проходить ее у нас в Абхазии. То есть я так понимаю, что главное условие это лишить вот той окружающей среды, в которой человек зависимый вращался, да? Совершенно верно. И это главный залог успеха, да, наверное. Это один из главных залогов успеха, потому что в той среде, в которой находятся наркозависимые, алкозависимые, они не получается как бы у них у самих психологически они не могут себя настроить на такие вещи, чтобы проходить реабилитацию. И именно поэтому мы планируем как бы вот так вот такой вот. А если говорить о территории России, то это какой реабилитационный центр? Я так понимаю, что их много в России, да? Вы представляете Белгородскую область? В России у нас существует 14 филиалов. И ближайшее зарубежье, о котором мы говорили, Украина, Белоруссия, есть даже дальнее зарубежье, Болгария, Израиль и Германия. И нету какого-то, знаете, привязанности к определенному месту. Чаще всего по запросу потребителей отправляем людей туда, где есть место. И вообще, если говорить о расстоянии, оно, ну, можно сказать, не имеет никакого значения. Но иногда бывает такая рекомендация, чтобы расстояние было подальше, оно как сдерживающий фактор первое время, а кто-то, наоборот, хочет поближе. И тут ну, нельзя сказать, что лучше или что хуже. Просто ну, у нас специфика такова, что человек попадает именно по запросу, по желанию, проводится тестирование, консультация, и уже совместным переговором как с ним, так и с родственниками определяется его место реабилитации. Тимур, вы сказали о том, что в марте начнете полноценную деятельность, полноценную работу. Наверняка создаются какие-то списки, составляются. Скажите, есть эти списки, обращаются люди? На сегодняшний день мы ведем плотную работу с нашим наркологическим центром здесь в Абхазии, с психологическим психдиспансером. Вы имеете в виду диспансер, да? Да. Вот мы со всеми с ними сотрудничаем. У нас есть как бы предварительные списки. Ну, не то чтобы их сейчас афишировать, людей. Но есть люди, которые хотели бы пройти курс реабилитации. Вот буквально сегодня мы общались с некоторыми из них, с родителями, вот, которые заявили желание пройти курс реабилитации в наших центрах в России. Вот, таким способом, значит, мы будем это все осуществлять. А вот насколько охотно все-таки зависимые люди идут на контакт, потому что я так понимаю, что это главная проблема. Люди боятся публичности, люди не хотят афишировать, что они имеют какую-то зависимость. Ну, для этого у нас существует анонимно. Любой гражданин может обратиться, родители могут обратиться к нам. У нас есть в городе сегодня развешаны баннеры, будет реклама, где будут контактные телефоны, по которым люди смогут обратиться так, как и в наш абхазский, как бы, ну, на абхазскую связь. И можно будет в Россию позвонить, где есть единый оператор, который всегда как бы
проконсультирует и объяснит, что нужно делать в этом случае, как поступить ему дальше. Ясно. Милор, я хотел бы задать тебе очередной свой вопрос, но перед этим хочу сказать тебе спасибо, потому что не каждый, кто когда-то употреблял наркотики, вот так в открытую готов рассказать свою личную историю и публично отвечать на вопросы. Спасибо тебе за это, что ты нашел в себе мужество, пришел к нам в студию. Расскажи, пожалуйста, в чем заключается главная методика, с чего ты начал? Я думаю, поеду, посмотрю, что там, когда узнал, что есть такой реабилитационный центр, если не понравится, вернусь назад. Приехал туда, в город Пятигорск, посмотрел. Поначалу было тяжело. Ну, подумал о семье, о ребенке, что больше выхода нету, и осталось, думаю, еще месяц-два. Ну вот, когда месяц-два остался, пришло здравомыслие, вижу, что все мне это помогает, старался очень. И решил продолжить все до конца. Ну, увидел, что ребята, кто 2-3 месяца находился, результата никакого не дало. Опять они возвращались, а те, кто прошел полный курс реабилитации, уже у них по 3, по 5, по 10 лет трезвости. И, ну, думаю, буду пример брать с них. И прошел успешно. Весь распорядок дня расписан. С утра до вечера, утром, ну, например, зарядка, завтрак, и обучают тебя, как жить, как бороться с этой болезнью, что эта болезнь вообще, как к ней лучше, когда она прогрессирует, что, чтобы ты знал, как лучше, и как школа. Потом в дальнейшем есть школы по химической зависимости, там люди находятся, консультанты, которые прошли это все, тебе рассказывают, и ты все понимаешь, если сам имеешь желание. Угу. Скажи, пожалуйста, как восприняли родные, близкие твое решение пойти, во-первых, пройти курс лечения, и уже после этого курса, по прошествии 6 месяцев, когда ты вернулся к родным? Приняли, я когда решил, они говорят, обрадовались, приехал, не узнали, насколько изменился, все радостные, что, все так изменилось, и на жизнь вообще стал, другими глазами смотреть. Просто у нас в Абхазии менталитет другой, за это люди стесняются. Я тоже не хотел, если честно, но когда подсказали, что надо, чтобы, посмотря на тебя, еще ребята спасутся, и я решил прийти, чтобы лишь бы помогло всем. А так, если человек хочет, поможет, все люди есть, выход есть, спасение есть. Угу. Я так понимаю, что Милор сейчас один из ваших активистов, людей, который стоит рядом и всячески вам помогает. Да, большое за это ему спасибо. Вот. Он самостоятельно принял такое решение, чтобы помогать здесь, в Абхазии. На сегодняшний день он пока еще возвращается в Россию, там он еще пройдет некоторый курс реабилитации, после чего мы надеемся на то, что он вернется сюда, в Абхазию, и будет помогать нам спасать жизни наших молодых людей в Абхазии. Милор, еще один вопрос к тебе. Наверняка по возвращению в Абхазию ты общался с ребятами, которые продолжают употреблять наркотики. Скажи, при встрече с ними, что ты им сказал? Сказал, как было, стараюсь забрать друзей, а мне говорят постоянно, давай поедем, тогда звонил, тянут время, сегодня, завтра, сейчас дела, не решаются пока. А так хочу очень тоже забрать друзей, хотя бы несколько человек для начала, чтобы рядом еще ребята стояли, и уже легче будет, чем одному, когда в команде будут уже. Дмитрий, ты сказал о том, что более 10 филиалов работают в Российской Федерации. Скажи, я так понимаю, что Милор это первый и единственный на сегодняшний день представитель Абхазии, который прошел полный курс лечения? Или были еще прецеденты? Были еще прецеденты в хорошем смысле. И есть несколько человек, которые сейчас проходят реабилитацию в наших филиалах. Мы просто по причинам не можем их ни показать, ни рассказать, потому что они находятся в реабилитационном центре. Но надеемся, что их реабилитация закончится успешно, и они точно так же, как Милор, вернутся в свои дома. Я бы еще, знаете, как некоторые пояснения внес, потому что этим делом занимаюсь давно, и
основная наша задача, чтобы человек все-таки, бросив наркотики, он научился жить в трезвости и вернулся в свою семью, в свой дом, там, где он когда-то, ну, как родился, жил. Потому что, знаете, иногда возникает неправильное чувство, что нужно уехать на реабилитацию и быть там пожизненно. На самом деле нет. Ну, чтобы было правильное понимание, все-таки мы хотим, чтобы человек бросил наркотики и был в своем доме, в своей семье. А вот было тут сказано о том, что 5 лет употреблял наркотики. То есть никаких ограничений по срокам не существует. То есть это и для начинающих, собственно говоря, зависимых, и для тех, кто уже имеет определенный стаж. А знаете, парадокс заключается в том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И ни для кого, наверное, не секрет, а может быть, открою секрет, что большинство наших сотрудников, они сами когда-то употребляли наркотики. Но они имеют длительную ремиссию, это и 5 лет, и 8, и 10, имеют образование, стажировки. И в том числе они имеют свой опыт, который является, наверное, самым весомым и значимым в данной проблеме. И те люди, которые когда-то употребляли, они как никто понимают, в совокупности с психологами, с наркологами, со священнослужителями, это все дает видимый вот этот результат и эффект. И, знаете, И тем не менее, на чем зиждется как бы полный курс реабилитации и лечения? Расскажите об этом, Дмитрий. Что это включает? Реабилитация заключается в том, что человек работает по биопсихосоциодуховной модели. А био — это когда идет физическое восстановление путем элементарной зарядки, посещения бани, бассейна, спортзала, игра в футбол, волейбол, что кому ближе по духу. Психологический аспект, он отвечает за равновесие эмоционального состояния. Работают психологи, групповые занятия, индивидуальные консультации, видеолекции, чтение каких-то работ, информационных занятий. И после этого человек стабилизирует свой эмоциональный внутренний фон. Социальные связи, которые были разрушены, они также возвращаются, когда он живет в нормальном обществе, когда он посещает культурные мероприятия, походы в театры, кинотеатры. Таким образом он возвращается обратно в социум, потому что для наркопотребителя все это становится чуждым и диким, лишь бы употребить. И в процессе реабилитации возобновляются эти ценности. И четвертый аспект — это духовный, потому что есть, знаете, как у человека нечто большее, чем просто его тело. Ну, и мы понимаем, что моральные принципы, духовные принципы, они существуют в каждом, знаете, как некое заложенное добро. И путем беседы со священнослужителями, посещения храма, люди тем самым приобщаются вот к этим духовным ценностям. Опять же, повторю... Но реабилитант не обязательно должен быть человеком православным, я так понимаю. Он может исповедовать любую религию. У нас, знаете, как есть центры и православной направленности, и мусульманской направленности. В ближайшее время планируется даже и католическое направление открывать. Если человек вообще никаким образом не хочет связывать с религией, есть светские реабилитационные центры. Там просто светская программа, которая помогает ему воспитать вот эти моральные, точнее вернуть моральные вот эти качества. И нету никакого принуждения там, к вере или религии. Самое основное, чтобы было у него желание бросить наркотики. А то, что ему ближе, это уже принимается как некая его заявка, и мы уже направляем в тот центр, который он бы хотел. Ребята, давайте немного поговорим о коэффициенте полезного действия. Понятное дело, Милор — это наглядный пример, и спасибо, что сегодня он находится вместе с нами. Но, тем не менее, каков результат, да, на практике, что называется? Я могу сказать, что у нас в России за почти 10 лет работы обратилось почти 6 тысяч человек, чуть-чуть меньше. Из них 1900 примерно находятся в стойкой ремиссии. Ремиссия считается от 1 года, соответственно, до 10 лет нашей работы. Дмитрий, цифры, которые вы приводите, проиллюстрированы на нашем экране, да, не так ли? Да. Эти цифры, они идут чуть-чуть с запозданием, потому что практически каждую минуту к нам кто-то обращается. И они были действительны вот на конец лета. То есть сегодня осень, а они уже стали выше. Знаете, у нас есть еще такая гордость, не побоюсь этого слова, как однажды мы его опустили, а главный нарколог России Брюн сказал: на
самом деле это гордость, что у нас больше 250 семейных пар, образованных и восстановленных. И точно так же эти семейные пары родили уже около 200 здоровых малышей. А сами понимаете, что люди, которые употребляли наркотики, они имеют и гепатиты, и ВИЧ-инфекцию, и различные заболевания. Но вот такое чудо, что дети не имеют никаких болезней, рождаются абсолютно здоровые. Да, все дети здоровые. Ни одного нет ребенка, который бы болел какими-либо заболеваниями. Тимур, вот мне интересно, наверняка перед тем, как вы приняли решение создать благотворительный фонд на территории Абхазии, вы изучали, скажем так, целевую аудиторию, да? Все-таки каков средний статистический портрет вот абхазского наркомана? Кто этот человек? Ну, вы знаете, у наркомана нет ни национальности, ни вероисповедания, ничего. Наркоман — это больной, как бы зависимый человек. И где бы он ни был, его сущность, она одна. Человек, который постоянно находится в таком состоянии, чтобы употребить наркотики. Вот, поэтому то, что у нас в Абхазии происходит, то же самое происходит в России. Поэтому как бы портрета такого, он везде один. Но в основном это люди молодого возраста. Да, это в основном, конечно, люди молодого возраста. Ну, и бывают, конечно, разные, бывают и которые с возрастом, но, к большому сожалению, сегодня есть такая тенденция, что наркоман, он становится более молодым. Понимаете, возраст его почему-то становится ниже. Раньше, допустим, если наркотики употребляли люди, у которых там после 20, сегодня это уже после 17-16 лет. Вот, поэтому это такая как бы очень большая беда сегодня, не То только в Абхазии. Молодеет, да? Да, она молодеет на сегодняшний день, и поэтому все, что мы... А вот статистика показывает, что в последнее время даже появляются женщины, девушки, употребляющие наркотики. Это правда? Да, это правда. В России эта статистика уже давно, в Абхазии тоже, к сожалению, к большому сожалению, это происходит. Вот. За 2012 год по статистике в наркологию обратилось более 1900 человек. Это за 2012 год, к сожалению, еще 2013 год статистики нету, но тенденция идет к тому, к сожалению, что поднимается. А если говорить об общем количестве, об общем числе, то примерно о какой цифре может идти речь, Тимур? У вас есть какая-то вы знаете, вот те 1900 человек, это, конечно, только такая сухая цифра, к сожалению, это гораздо больше. Гораздо больше. Как бы нам это ни хотелось, но мы должны признать, что цифра, она гораздо больше. Ну, вы знаете, сегодня такое время, что все должны понять для себя, и родители, и общество, и все мы должны понять, что это та беда, которая существует не только в Абхазии, а во всем мире. И от нее надо как-то избавляться всеми способами. И это не, как говорится, не болезнь одного человека, это болезнь всего общества. И я считаю, что нам нужно всем обществу, буквально всем родителям, я не знаю, правительству, еще всем, чтобы... А вот в продолжении вопроса, в продолжении темы, точнее, следующий вопрос. Скажите, как вы думаете, каким может быть взаимодействие с официальными органами власти? В этой области работают, вы сказали, наркодиспансер, то есть Минздрав, Госкомитет по делам молодежи и спорта. Какие проекты как бы совместные вы прорабатываете и какие могли бы быть, на ваш взгляд? Вы знаете, в начале лета в Сочинском регионе проходил большой лагерь. Он ежегодный лагерь, Центр здоровой молодежи, который проходит не только в России, в Украине. Вот. Состоялся такой лагерь, где было более 70 наркозависимых. 700, да. 700. 700 на самом 700 деле. на самом деле, да. Мы пригласили... Это со всей России, я так понимаю, да, и не только? Да, и не только со всей России. Мы туда приглашали, значит, с нашей наркологии, с Минздрава, представителей, с молодежи, с управления как бы, молодежи. Они все присутствовали, состоялся большой круглый стол, где присутствовали там не только значит, наркологи России,
Там присутствовали все буквально, все ветви власти и всего того, что там должно было быть, где получили очень хорошую оценку того, что там происходило, и эта проблема на самом деле стала очень остро. Вот, поэтому Но сейчас какая-то поддержка оказывается вам, вы чувствуете ее? То есть вы, я так Нет. понимаю, что не одни. Вот. Мы чувствуем ее, да, мы вот общаемся с наркологией, психдиспансером общаемся, с комитетом по делам молодежи тоже общаемся, довольно-таки так, на таком как бы хорошем уровне. Будем надеяться, что эта поддержка будет и дальше, вот, потому что нам, как начинающим сегодня здесь, в Абхазии, мы нуждаемся в любой поддержке, чтобы был результат, скажем Мне так. кажется, очень важный вопрос. При слове фонд сразу возникает мысль о том, как пополняется этот фонд. Расскажите немножко о том, откуда финансы берутся. Дмитрий. В основном это частные пожертвования и взносы родственников. И если говорить именно о реабилитации, то эти средства, они расходуются на самого же потребителя. Ну, примерно о какой сумме идет речь, если мы говорим об одном курсе 6-месячном? Смотрите, у нас как таковой фиксированной суммы нету. То есть эта сумма, она может быть от 0 и выше. Поэтому мы не можем сказать какой-то конкретной цифры. Бывает такое, что родители хотят хорошие условия, и мы можем их предоставить. Кто-то говорит, наоборот, у нас есть нехватка средств, и можете нам помочь более экономно. И в этом вопросе мы можем помочь. Поэтому мы готовы помочь любому человеку, который обратится в зависимости от его запроса. У нас бывает, конечно же, поддержка и каких-то, как в виде выделения грантов от государства. Бывают какие-то люди, которые, так сказать, расположатся и тоже делают свою спонсорскую помощь. И звезды телевидения, певцы, спортсмены, которые являются попечителями нашего совета, достаточно именитые люди, они, когда нас узнают, приходят, смотрят, общаются с людьми, ну и чаще всего они оказываются людьми сострадательными, добрыми, и они своим вниманием, иногда даже и средствами нам помогают. А кто эти люди? Вы не могли бы назвать пару фамилий? Фамилии достаточно известные: Елизавета Боярская, Вера Брежнева, Дмитрий Кириллов, боксер, спортсмен, Николай Валуев, Николай Расторгуев, певец группы Любэ. На память. То есть я так понимаю, что все эти персоны, они непосредственно участвуют в работе с зависимыми людьми, не так ли? То есть они приезжают, выступают с концертами. Вот мы говорили о лагере, он у нас проходит как минимум 2 раза в год. Это лето Сочи и зима Подмосковье. И они обязательно посещают именно лагерь для того, чтобы побыть с ребятами, пообщаться с ними. В прошлом зимнем лагере Вера Брежнева абсолютно добровольно, ну так сказать, без каких-либо средств устроила концерт для наших ребят. Тем самым вдохновила их, спела свои песни, которые все знают не понаслышке. Ребята, она действительно вдохновляет. Милор, давай вернемся к тебе. Скажи, пожалуйста, вот лично для тебя курс лечения, он был обременительным в плане финансовом? Ты лично что-то платил или твоя семья? Вот расскажи об этом. Или для тебя это был бесплатный курс? Нет, для меня тоже платный был. Просто это зависит сумма от каждого региона. И, ну, смотря куда хочешь, вот как прежде Дима сказал. И я тоже платил, да, денег. Ну, это не такие большие суммы, я так понимаю, что для... Ну, это, знаете, как если говорить в цифрах, это где-то в среднем от 15 до 30 тысяч рублей. Милор, расскажи о сегодняшних своих заботах, чем ты занимаешься вот сейчас, помимо того, что работаешь в фонде. Сейчас здесь я приехал на пару дней увидеть родственников, сейчас опять уезжаю. Так, там спортом занимаюсь, учебой, там представляю такую возможность, если хочешь еще будешь в дальнейшем учиться разными, ну именно по этой сфере, по химической зависимости, и как у тебя есть желание, то есть учишься. Но жизнь Фонд налаживается. помогает, да, жизнь налаживается, чувствую себя отлично. Вот Дмитрий говорил о том, что хорошо. как бы совместные браки есть между людьми, которые проходили вот, зависимость. У тебя уже есть семья, есть ребеночек. Скажите, о втором думаете? Да, думаю, конечно.
Отлично, хорошо. Спасибо. Я неспроста спросил у Милора о том, чем он конкретно сейчас занимается, потому что как решается вопрос дальнейшей адаптации? Человек прошел курс лечения, что дальше? Дальше у нас есть так называемые социальные лифты. Это программа ресоциализации, когда человек выходит из реабилитационного центра, ему оказывается полная поддержка. Не только моральная, но и полностью его обеспечение, курирование во всех отношениях. И мы предоставляем обучение. Мы можем человеку дать образование не только в сфере реабилитации, но он может себя найти также и в медиаресурсе. Сегодня очень сильно развиваются интернет-ресурсы, и там есть образовательные программы. У нас есть наши выпускники, которые занимаются сеть кофеин и быстрого питания. Кто-то там себя находит. Как продавец, он может стать управляющим и даже собственником своего мини-кафе, которое можно открыть в любом городе и тем самым обеспечить и себя, и свою семью. И это все оказывается при поддержке нашей. И есть сейчас... Дмитрий, я тебя перебью, потому что у нас есть сюжет, и мы хотели бы его сейчас показать в рамках нашего прямого эфира. Я хотел бы попросить нашего режиссера включить этот ролик, и мы хотели бы сейчас вместе с нашим телезрителем его посмотреть. Спасибо. Важнейшей ступенью, которая играет существенную роль в выздоровлении и становлении личности в социуме, безусловно, является ресоциализация. Проведя анализ и синтезировав пожелания врачей, родителей, руководителей и самих участников реабилитационной программы, благотворительный фонд по формированию здорового образа жизни Центр здоровья молодежи рад предложить вам сразу несколько направлений, в каждом из которых можно достичь высоких результатов, развить свои лидерские качества, а также стать высококвалифицированным специалистом. Холдинг «Фонд» – сеть кофеин и закусочных All Day Bar в городе Харьков – это развивающийся проект, уже добившийся отличных результатов. Всего лишь за год существования открыто более 2 филиалов кофеин, а в сфере продаж смогли состояться более 20 человек. В каждом из разветвлений работает слаженная, дружная команда, нацеленная на достижение еще больших целей. Для развития себя в этом направлении навыки и специальное образование не требуются. Наоборот, для того, чтобы ты стал успешным в данной сфере, авторы идей специально организовывают для своих сотрудников обучающие семинары, тренинги, бизнес-мастер-классы, которые делают из вчерашнего обычного кассира настоящего управленца и владельца уже своего бизнеса. Интернет на сегодняшний день – крупнейшее информационное пространство для миллионов жителей всего мира. Для того, чтобы стать успешным в данном направлении, изучить все тонкости продвижения сайтов и видеороликов, создания информационного портала, собственного интернет-канала или другого интернет-СМИ, ЦЗМ в городах Брянск и Москве создал свои направления, среди которых SEO-ресоциализация, а также курс компьютерной технологии. Все аспекты успешной работы данного направления тебе подскажут опытные специалисты и действующие сотрудники крупнейших фирм и компаний. Медиаресоциализация – один из самых ярких и интересных возможных векторов твоего развития. Совершенствование обучения театральному мастерству, вокалу, хореографии, сценическому движению, ораторскому мастерству, съемке сюжетов и видеомонтажу, работе телеведущего и рекламной деятельности, продюсированию в совокупности раскрывают весь внутренний потенциал каждого и, как ничто иное, развивают его лидерские способности до предела. Успешно пройдя ресоциализацию в городе Харьков или Москве, каждый выпускник становится обладателем гранта на бесплатное высшее образование в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино. Школа социального работника и профилактики в городе Киев, сотрудника реабилитационного центра в Нижнем Новгороде, а также консультантов по химической зависимости в Дружковке – направление, которое благодаря его сотрудникам возвращает к жизни большое количество людей, в данный момент находящихся в проблеме. Благодаря работе в данном ключе ты помогаешь им изменить свою жизнь, выбрав здоровый образ жизни. Став сотрудником профилактического или реабилитационного отдела, ты выбираешь командировки в различные города по всему миру, сотрудничество и непосредственное взаимодействие со специалистами высочайшего международного уровня, высшее профессиональное образование в одном из вузов России и Украины, а также участие в различных пресс-конференциях, акциях, фестивалях разного уровня и масштаба. Уникальную и усовершенствованную программу исключительно для девушек рад представить Санкт-Петербургский регион Центра здоровой молодежи. Фитнес-клуб «Район» проводит обучение по востребованным и увлекательным направлениям. Стилист-парикмахер, мастер ногтевого сервиса, административный сотрудник, фитнес-тренер, бухгалтер. Как и в других направлениях, по окончанию курса выпускницам выдаются сертификаты, которые являются действительными в разных городах России, а также за ее пределами.
Одним из новых, но уже успевшим зарекомендовать себя является направление ресоциализации Soul Music. Профессиональное обучение вокалу, постановке голоса, умению держаться на сцене помогут любому исполнителю выйти на совершенно новый уровень и достичь невероятных высот в различном музыкальном стиле. Социальный менеджмент – это настоящий старт для тех, кто хочет уже сегодня стать профессиональным пиар-специалистом, а также обладать квалифицированными навыками работы в сфере продвижения своего бизнеса и компании в целом. Для того, чтобы правильно донести информацию до клиента, успешно заключить сделку, договор, в рамках этого направления ресоциализации вами будет пройден определенный образовательный курс, который любой проект сделает исключительно выигрышным. Для каждого человека очень важно почувствовать свою нужность и значимость в этой жизни. Почувствовать, что он реализован на все 100%. Центр здоровой молодежи предоставляет выпускникам программы реабилитации возможность пройти профильную ресоциализацию, чтобы раскрыть свой потенциал и реализовать себя на 100%. Мы будем очень рады видеть каждого из вас в одном из направлений профильной ресоциализации. Добро пожаловать! Мы снова в эфире, это наше время, давайте продолжим беседу. Тимур, большую часть нашей передачи мы посвятили наркозависимым, проблеме реабилитации наркоманов, но сегодня очень актуальна для Абхазии стала и проблема алкоголиков тоже, алкоголизм тоже распространяется. Вот хотелось бы несколько слов у вас спросить об этом, потому что я так понимаю, что культура застолья всегда на Кавказе была распространена и очень популярна, но сегодня наблюдаются злоупотребления в этом смысле. Вот расскажите. Действительно есть такие факты? Да, к сожалению, есть такие факты, и наша молодежь, она стала употреблять алкоголь в таких количествах, после чего человек себя перестает контролировать. И это становится очень большой проблемой. И, к сожалению, мы сегодня это все слышим и видим, как на наших дорогах в Абхазии погибает молодежь, которая употребляет не только наркотические вещества, но и алкоголь. И, к сожалению, эта статистика очень нехорошая, потому что мы в Абхазии, для нас каждый человек это как очень ценное, и поэтому нам бы хотелось, чтобы и люди, которые употребляют этот алкоголь, тоже как-то приходили к нам, обращались к нам. Потому что мы тоже можем помочь в этом направлении. Наши центры работают и в этом направлении. Поэтому разницы особой нету. Человек, который употребляет наркотики или употребляет алкоголь. Но если говорить непосредственно о курсе лечения, то они проходят все вместе, да? Это и наркоманы, и алкозависимые, да? Или есть разные реабилитационные центры? Алко- и наркозависимость, в принципе, это одна и та же зависимость. Только употребляют разно, а корень тот же самый. Поэтому они проходят реабилитацию совместно. Есть только некоторые, так сказать, упражнения для нарко и какие-то упражнения для алко. А в основном одно и то же все это. Тимур в самом начале нашего разговора сказал о том, что будут такие перекрестные взаимные обмены группами. Скажите, Дмитрий, готовится группа для Абхазии, для того, чтобы они поселились в Сухумском центре? В программе реабилитации у нас предусмотрен такой момент, что после нескольких месяцев реабилитации в другом регионе человек возвращается на 1 месяц к себе в регион. Ну, например, абхаз проходит реабилитацию где-нибудь в Сочи или в Краснодаре и возвращается в Абхазский реабилитационный центр для адаптации к своему дому, к своему социуму. То есть, собственно, из России сюда не будут приезжать на реабилитацию или будут? Будут приезжать. Да. Вот именно что у нас сделано таким образом, чтобы люди, которые, допустим, с Абхазии уезжали в Россию, проходили там реабилитацию, а с России приезжали в Абхазию, это делается для того, чтобы оторвать их от этой сферы, где они находятся, чтобы прекратить общение, да, прекратить общение, чтобы они не думали о том, что можно выйти там куда-то и там где-то что-то найти и употребить опять или наркотики, или алкоголь. Но это абсолютно автономное проживание, я так понимаю. Эти центры, они, понятное дело, не за колючей проволокой, но тем не менее, они закрыты, да, для Они полузакрытого типа. Полузакрытого типа. Да, конечно, теоретически можно сбежать из тюрьмы, но оттуда это сделать просто так не получится, потому что все-таки
Там есть специалисты, сотрудники, которые круглосуточно там находятся, следят. Никакой мобильной связи, никаких выходов в интернет? Есть мобильная связь, можно связаться, поговорить по телефону со своими близкими. Интернет тоже там есть, но он в ограниченном доступе, то есть в пределах разумного. При большой необходимости, да. Но есть кто ломается, Дима, скажи об этом. Есть кто отчаивается, у кого опускаются руки, они говорят, не хотим ничего, отпустите нас? Конечно, потому что, знаете, если посмотреть нашу статистику, то у нас прошло реабилитацию примерно около 40%. И это очень большой результат, но это не 100%. К сожалению, печальность данной болезни заключается в том, что все-таки большинство не бросают. И мы на сегодняшний день добились вот этого результата в 40%. И иногда, знаете, нам даже и не верят. Говорят, это невозможно, это нереально. Хотя у нас есть конкретные люди, на примере Милора, которые могут сказать, это возможно и это реально. И мы, конечно же, говорим всем, что попробуйте, хуже уже точно не будет, а будет только лучше. Ребята, работаем в эфире больше 30 минут. Наверное, нужно прощаться, нужно закругляться. Передачу начинал Тимур. Милор, хотим, чтобы ты сейчас, с тебя стартовали. Есть возможность обратиться к нашим телезрителям. По традиции, заключительное слово за героями. Будьте добры, скажите несколько слов. Вот ваша камера, обратитесь в нее. Хочу сказать, чтобы попробовали, а там сами увидят, что есть выход, спасутся все, у кого есть желание. Спасибо. Наши реабилитационные центры открыты, готовы для принятия и помощи любого человека. Хоть нарко, хоть алко, мужчины, женщины и также родственников тоже готовы проконсультировать и помочь с любыми вопросами. Мы готовы помочь всем. Мы для этого и открыли этот фонд здесь, в Абхазии. Есть большой опыт в России. Мы этим гордимся, что у нас есть люди, которые нам помогают в этом. Поэтому всех рады видеть. Кто желает, пожалуйста. Спасибо. Это было «Наше время». Сегодня с представителями благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи Абхазии» Тимуром Кардиоглы и Дмитрием Чернышовым. А также, наверное, с настоящим героем этой передачи Милором Джинджоли. Спасибо за интересный разговор. Спасибо. А вам, дорогие телезрители, спасибо за внимание. Мы затронули очень важную тему. «Молодежь – наше будущее». Эту фразу в Абхазии в наше время можно услышать повсеместно. Зачастую ее произносят ради красного словца, не вкладывая смысла. А ведь это на самом деле так. И это будущее может не быть светлым, если сегодня не решать такие проблемы, как наркомания и алкоголизм. То, что появилась новая организация в лице Центра здоровой молодежи, бесспорно отрадный факт. Значит, молодежные пороки будут постепенно преодолеваться. Удачного вам старта, ребята, и не менее удачной работы. Через неделю мы снова увидимся на том же месте и в то же время, в четверг на Абаза ТВ. С вами был Левон Галустян. До свидания. Абзерас.